Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Пожалуй, одним из самых важных и драматичных геостратегических сценариев сейчас разворачивается в российско-украинских отношениях, в которых в конце прошлой недели произошло резкое обострение. Началось все с того, что в пятницу 18 февраля власти ДНР заявили о попытках украинских спецподразделений организовать диверсии на предприятиях, в их числе химический завод в Горловке. В Донецке заявили, что главный удар украинская армия планирует нанести на Светлодарской дуге с целью перерезать линии коммуникации между Донецком и Луганском. Вечером того же дня был взорван автомобиль начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова. ДНР и ЛНР объявили эвакуацию населения на территорию России в связи с обострением. О готовности принять беженцев из Донбасса помимо Ростовской области заявили власти сразу нескольких регионов, в том числе Крыма, Калужской, Владимирской, Пензенской и Челябинской областей. А власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию. МИДы ДНР и ЛНР отказались от предложений Киева о проведении внеочередного заседания контактной группы по урегулированию в Донбассе. В свою очередь, Киев настаивает на том, что никакого отношения к взрывам не имеет, называя все это провокацией. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере заявил, что никакого наступления на республике Донбасса Киев не планирует. По его словам, Украина рассчитывает на дипломатическое урегулирование конфликта. Посольство США в России предупредило американцев об угрозе атак на общественные места в крупнейших городах России и у границы с Украиной. В частности, в диппредставительстве со ссылкой на сообщения СМИ не исключили нападения на торговые центры и станции метро в Москве и Санкт-Петербурге. Ситуация, безусловно, следят из многих точек мира, в том числе и из-за океана. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация, при которой Россия не проводит полномасштабное вторжение на Украину, но держит все на низком или среднем уровне кипения, неприемлема. США подготовят ответ и на такое развитие событий, заявил главный американский дипломат. В свою очередь, Россия не собирается вторгаться на Украину. Это было отражено в том числе в ответе Вашингтону по гарантиям безопасности, который был передан 17 февраля, заявил в интервью телеканалу CBS посол России в США Анатолий Антонов. Франция анонсировала планы по проведению встречи на высшем уровне для определения нового порядка мира и безопасности в Европе. Об этом сообщил Елисейский дворец по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Всего в воскресенье лидеры провели 2 телефонных звонка. Путин и Макрон договорились организовать встречу трехсторонней контактной группы по Украине для обсуждения прекращения огня в Донбассе. Россия и Белоруссия продолжат проверку сил реагирования союзного государства, заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. Такое решение принято в связи с нарастанием военной активности у внешних границ союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, пояснил он. Констатировали с президентом Беларуси, что залог восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны является выполнение Минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта. И чем раньше это произойдет, тем лучше. Глава дипломатии Евросоюза осудил применение в регионе тяжелых вооружений и приветствовал сдержанную позицию Украины перед лицом провокаций. По его словам, в Европе не видят оснований для обвинения со стороны ДНР и ЛНР о скором наступлении Украины. Украина, в свою же очередь, опровергла причастность к обстрелам территории России и призвала к международному расследованию. Украина не производила никаких подобных обстрелов. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование
инцидентов, о которых сообщают российские СМИ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В связи с последними событиями президент Абхазии Аслан Бжаня сделал заявление, в котором значится, что резкая эскалация напряженности, вызванная действиями украинской стороны, не может не вызывать тревоги. С сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса. Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всем регионе. Руководство Республики Абхазия находится в постоянном контакте с властями ДНР и ЛНР, которые вынуждены были в целях недопущения жертв среди мирного населения призвать граждан к выезду в Российскую Федерацию. Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса. Более того, в случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу, говорится в заявлении президента. Это был короткий дайджест самых важных новостей, связанных с обострением ситуации в регионе. Многие наблюдатели сейчас пытаются прогнозировать, насколько все серьезно и нужно ли опасаться полномасштабной войны в регионе. Для того, чтобы обсудить эту ситуацию и последние события, мы связались с секретарем Совета безопасности Абхазии Сергеем Шамбо. Сергей Миронович, в связи с обострением российско-украинских отношений многие наблюдатели говорят о том, что в принципе вполне возможна и полномасштабная война. Как вам кажется, насколько это реально? Ну, ничего исключать нельзя, конечно. Мне кажется, что после событий, произошедших на Южном Кавказе, я имею в виду события, связанные с Карабахом и возвращением под юрисдикцию Азербайджана военным путем значительной части территории Карабаха, возникли иллюзии у некоторых государств, что таким способом можно решить проблемы, такие как, в частности, на Украине и в Грузии. Мы знаем, после карабахских событий были всякие настроения, которые озвучивали, собственно говоря. Вот эти замороженные конфликты якобы можно решить военным путем. И вот мы видели, что ситуация как раз после Карабаха начала постепенно на Украине нарастать такая агрессия со стороны Украины. И это, конечно, не могло не вызвать обратную реакцию. И вот так, как снежный ком, нарастали события. И вроде бы кажется, что процесс как-то контролируется великими державами. Но мы знаем часто из истории, что бывали случаи, когда, и очень часто, когда начинаются войны, это связано с тем, что ситуация выходит из-под контроля. Поэтому здесь ничего исключать нельзя. Если события выйдут на Украине из-под контроля, то это непосредственно коснется, конечно, интересов и России, и других стран, которые пытаются влиять на Россию, пытаются ее сдерживать, и брать ее в какие-то кольца и в какие-то рамки. Мы живем в эпоху переустройства мировой системы. Это уже очевидный факт. Такие периоды в истории бывали, мы знаем, и они обычно заканчивались и войнами, переустройством мировой системы, когда границы менялись государств и прочее. Сейчас, после Второй мировой войны возникла двуполярная система, да, когда было два полюса такие противоборствующие, которые создавали баланс в мировой системе. Это Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. Вот эта борьба, так называемая холодная война, закончилась тем, что Советский Союз распался, и США стали гегемоном, признанным во всем мире единственным центром силы. Но ситуация стала меняться постепенно, и на мировой арене возникли такие могущественные государства в экономическом и военном плане, как Китай и возрожденная Россия, которая имеют свой взгляд на переустройство мировой системы. И об этом неоднократно говорил и президент России, и
о том, что это должен быть многополярный мир. И сегодня уже склоняются к этому практически все здравомыслящие политики, о том, что нереально сегодня из одного центра управлять миром. Есть достаточно мощные силы, которые могут претендовать на такую роль. Вот это переустройство мировой системы и потеря той роли, которая в течение короткого после распада Советского Союза периода времени одерживала такая держава, как Соединенные Штаты Америки, он ускользает из их рук, и их попытки сохранить эту иллюзию мирового господства, она и привела к вот таким конфликтам вооруженным, которые мы в последнее время видим. И сейчас вот это все сосредоточилось на Украине. Здесь пересекаются интересы великих держав, и будем надеяться на то, что они найдут в себе мужества и реализма достаточного для того, чтобы избежать катастрофического развития событий. Спасибо. Но все-таки, если, допустим, это произойдет, да, и будет война, вот тогда, что будет вообще с регионом? Мы должны, конечно, рассматривать все возможные варианты. Один из вариантов, который мы рассматриваем, это в случае возникновения такого конфликта, как это отразится на нашем регионе. Совершенно очевидно, что это отразится на нашем регионе, потому что, как я с самого начала сказал, события на Южном Кавказе, с моей точки зрения, отразились как раз на том, что происходит и на Украине. Один из факторов этого, помимо того, что есть интересы великих держав. И здесь мы можем ожидать, конечно, любого поворота событий, и поэтому в связи с этим президент дал соответствующее распоряжение силовым нашим ведомствам о том, чтобы обеспечить безопасность наших границ с Грузией, морских и сухопутных. И вместе с тем Министерству по чрезвычайным ситуациям было дано поручение обеспечить и поддержать гражданское население Донбасса и Луганска, и с тем, чтобы предоставить возможность людям здесь переждать это лихолетие. То есть с нашей стороны, вот сегодня было совещание, на котором Министерство по чрезвычайной ситуации будет связываться, они и так на контакте, и силовые наши структуры тоже на контакте со своими коллегами. И они отправят туда транспорт для того, чтобы привезти сюда беженцев и распределить их здесь. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.